Всем привет! Сегодня, как вы видите, я еду на УАЗике до первой избы. У нас будет поход сенокос. Прошлая поездка у меня была на трицикле. Все сыро, грязно было. Смотрите, как сейчас все подсохло. Бездельник. Давно ждали поход с Туланом. Вот, пожалуйста. Он на свободе сегодня гуляет. Вот тут кругом лужи были, а сейчас вот теплые дни у нас жаркие стоят. И хорошо. Все подсохло. Тулан. Я медленно еду и пускай лучше бежит там. Пусть гуляет. Вот здесь плохая яма была. С пробуксовкой я ехал. Сейчас я тоже здесь буду ехать. Ну, видно, что вообще здорово. Здесь даже у меня трицикл с пробуксовкой проехал. Вот, а сейчас на этом, как сказать, передний мост еще не включал. Вот тут очень плохой участок был. Вообще шикарно ехать. Ладно, сейчас доедем до реки, там остановлюсь, покажу природу. А здесь старая вырубка, делянка была. Деловая делянка, как бы для частников. Здесь выписывали древесину для постройки дома, еще бани. То, что хотел строить, здесь давали древесину. Все зарастает уже капитально. Ладно, едем дальше потихоньку, помаленьку. Туланчик немножко отстал, догонит. Ну вот, шикарное место, шикарная природа, шикарная река. Погода сегодня вообще идеальная. Вода, к сожалению, уровень уже критически маленький. Там видно, рыбачили, наверное, на другом берегу. Много следов. Или какой-то зверь. Но все так думаю, там рыбачили. Не знаю, чьи следы. А может, медведь ходил. Давно не выезжал, конечно, на УАЗике. О, вот он. Догнал. Давай, иди попей воды. И дальше в путь. Сейчас мы поедем дальше. Эта дорога уже знакома вам. Луга меняются, зарастают. Стена леса становится здесь. Тоже луга были. В этом году очень плохая береза. Вообще негодна для веников. Ну, береза, веники, вон, смотрите. Я не знаю, что происходит в этом году. Из-за обилия дождей, может. В общем, листа вообще негодно. Вот. Ладно, надо ехать. Работы много сегодня у меня. Первым делом надо скосить сено. Все это вы будете смотреть, видеть, что я буду делать сегодня.
Опять загорелась лампочка, провер двигатель. Ну вот, мы на месте. Чолом за роками. Ледь Нишатчины. Фу, воздух-то какой. Обалдеть. Красота. О, бездельник. Далеко и не отстал, нормально. Ну все, мы на первой избе снова. С ночевкой приехал. В планах, как и говорил, у меня будет сенокос. Все это сено здесь у избы скосим, уберем. И еще немножко порыбачу. Попробуем порыбачить. Может, что-нибудь да и поймаем. Речка такая вот у нас. Коричневого цвета. Да, воды упало, конечно, капитально. Я прошлый раз рыбачил, там метр воды, наверное, ушло. Там, оказывается, трава, вон, смотрите, появилась. Мелочи так особо и нету. Ладно, будем обживаться. Будем обживаться. Первоначально надо территорию скосить возле мангала, возле избы. Комаров пока, как ни странно, нету. По ночам прохладно у нас. Только плюс 6. Даже здесь, наверное, может плюс 5 было. Вот так, зайдем в избушку. Ветра сильные были. Думал, сухостой пойдет, опять стоит. Ладно. Чего вам дорога? Вот так вот. Хорошо. Ну, никого не было в избушке. Я матрас так вешал и до сих пор так висит. В принципе, не видно, что кто-то ночевал. Реально, ребят, какая-то прохлада. Прохладно на улице. Сейчас я здесь покажу, что я привез. Как всегда, ребят, полный кузов. Все у меня из ведра. Такой туис для рыбы. Одежда демисезонная. Ну, косилка. Там тачка. Рыболовные снасти. Топливо. Пилу взял. Грузила на донку. Вот такие большие. Так, ну еще продукты у меня в кабине. Сейчас я достаю вот эту косилку. И уже вот тут небольшой пятачок скошу и вот этот костер сделаем, мангал, чтобы вскипятить чай. Косилка чемпион. Уже, я не знаю, может даже 10 лет уже с ним работаю. Такая хорошая. Топливо еще. Забираем.
Вот, ребят, первый покос. Вот, пожалуйста. Видите, как ровно, красиво. Травы здесь совсем мало. За баней тоже скосил, но там травы даже граблями убирать не стану, потому что там нечего убирать. Просто вот так прошелся, чтобы и со стороны леса шиповник не пришел. Если, скажем, 1, 2, 3 год не скосить шиповник, просто вот быстрыми шагами идет и идет захват территории. Как и он там сосны, вот смотрите, как все заросло уже. Так что каждый раз, каждый год поэтому и скашиваю. Даже вот сейчас я думаю, может сейчас это сено соберу и сток ставить не стану, просто уберу. А для собаки возле села разрядился аккумулятор. В общем, для собаки на подстилку можно возле села там, ну, блин, в селе, прям в селе, одну заправку спилить там. О, утка. О, нырнула. Они вот эти утки, малыши, где-то мамка тоже, наверное, есть. Переходят уже с одного озера на другое. И по реке вот так плавают. Частенько можно их встретить. Вот. Ну, скошу заправку, там сразу уберем и привезу. Потому что не знаю, какие походы у меня осенью будут. Может, даже на УАЗике меньше буду приезжать. На трицикле буду приезжать и отсюда вывозить сено. Ну, просто не знаю. Вот так я размышляю первоначально. Вот скосил почти заправку, потом что-то газ трос у меня начал, ну, куда-то задевая тоже, постоянно газует. Потом разбирал здесь, крышку снимал, там немножко регулировал, но все равно надо трос газа снять и тоже сполоснуть, может грязь попала или ржавчина, в общем, что-то где-то заедает, полностью не отходит. Чай закипел, чайник, сейчас я буду заваривать и уже, в принципе, можно небольшой перекур организовать. Ну и в то же время сейчас чай попью и дальше косить пока не стану. В первую очередь я сейчас возьму краску и буду, как сказать, мазать лодку. Там швы, вот это все. Потому что прошлую рыбалку у меня вода заходила в лодку. Поэтому краску привез, сейчас этим займусь. Вот такое начало дня. Уже как бы работа кипит. В принципе, нормально. Мне спешить некуда, целый день еще впереди. Сегодня у меня задача это скосить траву, отремонтировать лодку, ну и вечером порыбачить. А сено уже завтра, наверное, буду убирать граблями. Пусть подсохнет, легче будет убирать. Привез газеты, ну вот, постелил уже. Удобно, в газеты сам по себе удобно. Как бы становится грязно, что-то пролил, собрал, там выкинул и дальше. Немножко майонеза привез, вот такой, из-под сметаны, там посуда. Ну, пару ложек взял и все. Хлеба достаточно, 2,5 буханки взял. Растительное масло, как бы, думаю, уже здесь что-то вроде заканчивается. Зелень, укроп, лук. Такая таежная распаковка, как всегда. Так, привез даже также консервы для собаки. Вот такие. Это для тулана сразу тоже поднять. Кукуруза для рыбалки. Не знаю, что-то получится или нет, но привез. Так, в термосе там кипяток тоже. Яйцо. Из яйца, наверное, что-то суп хочется сварить. Сахарный песок, не помню, здесь оставалось или нет, тоже привез. Огурцы пока покупные. У нас в теплице как бы уже процесс пошел, огурцы сейчас скоро тоже пойдут. Вот, сейчас пока покупные покупаем. Ну и томат тоже покупной, грунтовый называется. У этого томата как бы сам по себе томат хороший,
вкусный и очень дешевый. Ну, по сравнению с другими, вот скажем, с азербайджанскими, он дешевый. Но кожура, я не знаю, почему-то очень-очень твердая. Вот. Картошку взял на суп. Тоже уже сегодня, наверное, суп сварю. Но сперва лодку надо покрасить, конечно же. Картошку поднять. Так, хлеб есть. Все это я говорил. Ну и консервы, всяко разные. Взял на этот раз кашу. Это на всякий пожарный, скажем, если вдруг быстро что-то приготовить, это кашу нагреем. Каша рисовая с курицей. Это зеленецкие, ну, обалденные. Честное слово, зеленецкие консервы, я полностью перешел на те консервы. Вот мясо цыпленка, это остатки. Остатки, как бы, надо доесть. И пока больше его брать не стану. Он, конечно, дешевле, на 97 рублей примерно. А зеленецкие вот консервы, вот эти, уже 127. Мясо кур. Мясо кур. Ребят, но с этими консервами небо и земля. Наши консервы в Коми Республике фирма Зеленец, конечно же, намного. Здесь одно мясо, а в Калининградском очень обалденный вкус. Но там, к сожалению, мясо минимум на только из 100% в 10%. Остальные кости, кожура, ну, негодные вот какие-то части тела у курицы. Все. Больше тут ничего нету. Для собаки там пару банок вот таких консервов взял. Чтобы тоже быстро на скорую руку что-нибудь приготовить. Я вам накормлю чуть позже. Вот. А сейчас завариваю чай. И с яйцом, наверное, небольшой перекус сделаю. Потом эти шторы закрыть, чтобы солнце не попадало. А в избушке такая прохлада, хорошо. А на улице тоже сегодня как-то прохладно было. Очень приятно. Как здесь пусть будет. Ну, примерно так. Скромно, но со вкусом. Хотел еще готовые шашлыки взять, но что-то не взял. Тоже заморачиваться. Другой раз возьму и пожарим шашлыки. Вот. В ведрах продают уже готовые у нас. Зеленецкие тоже покупаю. Но неудачно купил. Там грудку купил. Ребят, пресная, очень. Не очень. Мне лично не очень понравилось. Лучше взять шашлыки с бедра курицы. Он жирнее и мясо нежнее, вкуснее, сочнее, чем вот эта грудинка, она как-то вот, ну, суховатая. Последние штрихи. В общем, готовлю салат, добавляю укроп. До этого нарезал огурцы, 2 помидора, 2 яйца, лук зеленый. И вот еще добавляю укроп. Много витаминов, лето. Вот это все. Зелень, конечно же, своя. Надо есть по возможности больше. Вот. Ну что, немножко... Ай, не туда попал. Ладно. И добавляю еще... Это не сметана, это майонез. Добавляем майонез. Перемешиваем. И будет такой летний быстрый салат. Яйцо, в принципе, тоже делает особый вкус, когда добавляете в супы, салаты. Вообще ингредиент самое то. Все, попробуем. Очень вкусно. Чуть-чуть соли еще добавлю. Самое то. Угу. Прекрасный салат. Ребят, я сейчас был в избушке. А, вон летят. Сейчас, подожди.
Он летает. К сожалению, улетела. Сейчас не подлетят больше. Улетели. Короче, такая картина произошла. Я был в избушке, вышел из избушки, и такой скрип я услышал. Оказывается, на этом сушняке, именно на сухом дереве, сидели штук 7 на... Вот он. Один. Смотрите, как журавль, он большой. Как журавль, типа похоже на журавля, но это так называемые на пеликаны. Остальные туда куда-то улетели. А вот на елку сел. Странно, и не сидят на дереве даже. Но приблизить не могу, на вершине елки сел он. Ох, кричит. Может еще подлетят они, все остальные. Как-то кричит странно. Он там сидит на елке. И вообще услышал такой скрип. Что за фигня, думаю. И они взлетели, вот на этом сушняке сидели. И они как-то оттолкнулись сразу разом, примерно на штук 5. Где-то еще есть. Штук 5 оттолкнулись, а остальные на елке еще были. Странно, они сидят на дереве. И от этого отталкивания дерево это гнилое, и такой скрип издает. Прям он, я не знаю, на чем оно вообще держится. Вот это гнилое на середине ствола еще более-менее хорошее. Куда-то вон туда ушли. Вот опять летит. А, вон еще второй. Где-то вон там на деревьях сидят. Это явление недавно появилось. Он летает вон. Реально на деревьях и сидят. Давайте сходим туда. Сейчас покажу вам. Сейчас сходим. Очки одену. И туда схожу. Они недавно появились. Как бы раньше их не было. У них шея, они как сидят, они гнутая шея, вот так сидят. Обычно у реки я их вижу на песке там, но чтобы на дереве первый раз. Вот там 2 штуки сидят. 3 на березе. 4. Странно, ребят. О, повалило-то как здесь. Деревья повалило. Сейчас они слетят. Туда идти никак. А, уже взлетели. Вон, видите, сколько их там. Вот. Очень длинная шея у них. И там еще кричит где-то. Все, улетели. Где-то она еще сидит, но... Там я хотел на луг сходить, а здесь повалило капитально. Дрова. Бери не хочу. Ой, блин. Ух ты, там еще. Смотрите, какая полоса здесь поваленных деревьев. И там. Хорошо, что на избу не свалились. Вон там. Смотрите, как сломала пихту. О, бля. Много что-то хромаю хожу.
Сейчас еще на луг схожу, может где-то их еще увижу. Хотел сфотографировать, но не получилось. Как-то они тоже близко не подпускают. Ну вот, к сожалению, я не увидел. Я не знал, что там возле избы они сидят прям в куче. Такой кадр хороший был бы. Да, улетели. Вот на этих деревьях, как глухари сидели. Капец. Интересно, конечно. Ладно. Ничего не поделаешь. Пойду обратно. Я уже позавтракал, чай попил. Вышел. И они, эти птицы, кричат как-то странно. Пеликаны, наверное, я так их называю, может ошибаюсь. В общем, клюв такой тоже сантиметров 15 примерно, не меньше, может и больше даже. Широкий клюв, глубокий. И шея очень длинная, как у этих, как у журавлей. У журавлей прямая шея, когда летят, а у этих гнутая. Вот так как-то они летают. Странные птицы. Питаются, наверное, рыбой, я так думаю. Вот здесь, конечно, тропинку придется спилить тут, чистить. Здесь ни на буране, ни на мотособаке. Ну, на буране по снегу-то можно проскочить. Пешком ходить хреново.